Подавляющее большинство проголосовало, конечно, за Конституцию, которую я творил. Это воспоминания автора Конституции Ингушетии Мурата Келигова. Тогда, 27 февраля 1994 года, 97% жителей Ингушетии проголосовали за принятие документа. Отныне Ингушетия стала демократическим, правовым, светским государством. Именно с этих строк и начинается текст Конституции Республики. Оглядываясь назад, автор признается, было нелегко. Времена, прямо можно сказать, лихие были. Лихие. Потому что это было время, когда наслоилось, там, в наслоении было столько проблем, и особенно связанные с трагическими событиями в соседнем государстве. Поэтому приходилось иногда просто выбирать между быстро, который надо сделать, или завтра можно, или послезавтра. Иногда это приходилось делать вечером или ночью. По крайней мере, я в течение года, потом уже вспоминаю, думаю, в течение года практически не было. Выходной был, там, отпуск был, еще что-то было. Ничего этого не было, была просто постоянная работа. Мурат Келигов, философ по образованию, является доктором этой науки. Относится ко всему он также философски. Своим достижением гордится. Всевышний каждому дает какую-то работу, которую он заслужил. Видимо, я заслужил эту работу, чтобы писать для нас Конституцию. А то, что я сделал, я потом понял. Создавать свою государственность, там, заниматься Конституцией, такого опыта не было. Может, и были хорошие юристы, но юрист – это еще не тот человек, который должен писать Конституцию. Поэтому там проблем было достаточно. Этот свод законов был принят 27 лет назад. Над изданием главного документа республики 1,5 года трудились лучшие умы нашего региона. О том, как все было, автор делится с учащимися 4-й школы Кантышева. Встреча прошла в форме беседы. По-разному понимали одни и те же вопросы, одни и те же проблемы, но решать их можно разными путями. И в этом смысле было бы удивительно, если все, которые там хотели быть депутатами или конструировали парламент, что все одинаково мыслили. Одинаковое мышление – это плохо. Разнообразно – это хорошо. Но если оно нормально, не то, что там человек что угодно хочет сказать или фантазирует, но когда разнообразие, вообще разнообразие – это жизнь, однообразие – это смерть. Ну и что? Выбирайте, однообразие или многообразие. Если ты правильно понято это понятие, конечно. Так что противники, друзья были все. Мурат Келигов не только автор главного закона Ингушетии, но и первый председатель Народного собрания республики. 11 марта 1994 года Келигов был избран на эту должность, а 27 февраля также проходили первые выборы в парламент республики. В те годы из 96 кандидатов в депутаты были избраны 27 человек. Юристы сходятся во мнении, что именно с принятием этого закона началась новая, документально подкрепленная история ингушского народа. За 27 лет Конституция Республики претерпела некоторые изменения. Сегодня в нее входит 11 глав и 114 статей, благодаря которым наш регион получил статус равноправного и самостоятельного субъекта России. Это дата, когда была создана первая Конституция и когда проходили выборы первого созыва депутатов. И было очень интересно услышать из первых уст о том, как это все проходило. Основной закон региона был просто необходим, так как самостоятельность республика приобрела, и нужен был документ, в котором будут заложены правовые основы политической системы Ингушетии, гарантии свобод общества и личности, принцип разделения власти. В документе установлены основы конституционного строя. Приняв его, Ингушетия встала на демократический путь развития. Муслим Ганиев, Хас Магомед Майсигов, Новости 24.